Со дня образования избирательной комиссии Агинского-Бурятского автономного округа, которая положила начало зарождению избирательной системы округа, прошло 15 лет. Постановлением Первой окружной думы парламента автономного округа и главы администрации Агинского-Бурятского автономного округа 15 апреля 1994 года образована региональная избирательная комиссия, из 1995 года являлся постоянно действующим государственным органом. Избирательная комиссия создана для организации, подготовки и проведения выборов и референдумов на территории Агинского-Бурятского автономного округа. Со дня своего образования структура менялась 5 раз. Состав избирательной комиссии был утвержден на заседании окружной думы. В тот период кадры были очень сильные, и состав избирательной комиссии, утвержденный в 1994 году, практически работал все эти 15 лет. Становление современной российской избирательной системы было связано с распадом Советского Союза и образованием Российской Федерации в качестве независимого государства. На базе новой Конституции России формировались демократические основы российской государственности. Новая Российская Конституция определила правовой фундамент для формирования органов государственной власти. Была введена в политическую практику новая многопартийная модель избирательной системы. Состоялись первые выборы в Государственную Думу и Совет Федерации как палаты нового представительного органа государственной власти – Федерального собрания парламента Российской Федерации. Эти первые парламентские выборы послужили созданию в России конституционного государства и парламентаризма и проходили на основе положений, утвержденных указом президента. Впервые на выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации первого созыва был образован Агинский бурятский одномандатный избирательный округ номер 215. Первым депутатом нового парламента, народным представителем от Агинского бурятского автономного округа стал Баирбай Исхланович Жамсуев, работающий постоянным представителем Агинского округа при правительстве Российской Федерации в Москве. Он дважды избирался депутатом Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации первого и второго созывов в 1993 и 1995 годах. Работал на постоянной основе в Государственной Думе, заместителем председателя Комитета Государственной Думы по делам национальностей, председателем комиссии по урегулированию Остино-Ингушского конфликта. В тяжелейшие для Агинского автономного округа годы впервые на альтернативной основе был дважды избран главой администрации Агинского бурятского автономного округа. Его высокий профессионализм соответствовал государственному уровню управления. Это человек широкого кругозора, отличных деловых качеств и признанный народом лидер. Им вложен огромный вклад в социально-экономическое развитие округа за минувшие десятилетия. В связи с избранием 23 февраля 1997 года главой администрации Агинского бурятского автономного округа Баирбая Исхлановича Жамсуева 14 сентября 1997 года состоялись дополнительные выборы депутата Государственной Думы. Из 6 кандидатов в депутаты был избран профессор Иосиф Давыдович Кобзон, получив свыше 80% голосов избирателей, а на выборах 19 декабря 1999 года Иосиф Давыдович получает абсолютное количество голосов избирателей и повторно избирается депутатом 3-го созыва. 7 декабря 2003 года был избран в 3-й раз, а в 2007 году в 4-й раз уже от избирателей Забайкальского края. 20 марта 1994 года в соответствии с указом президента Российской Федерации состоялись первые выборы в Агинскую и Бурятскую окружную думу парламент со сроком полномочий на 2 года. Такая модель реформирования избирательной системы предопределила развитие механизма правового урегулирования избирательного процесса и становления новой системы избирательных комиссий. В дальнейшем представительный орган Агинской бурятской окружной думы избирался всенародным голосованием. Так было в 1996, 2000, 2005 годах. За этот 15-летний период были проведены очень много
федеральных выборов в депутатов Государственной Думы, президента Российской Федерации. И очень сложные выборы были проведены у нас на территории нашего Агинского-Бурятского автономного округа. Но прежде всего вы знаете о том, что проводились первоначально выборы главы администрации Агинского-Бурятского автономного округа, выборы депутатов окружной думы и выборы органов местного самоуправления. Система избирательных комиссий не входит ни в одну из трех ветвей государственной власти. Это государственно-общественная структура. Избирательная комиссия автономного округа, территориальная избирательная комиссия являются государственными органами, а остальные, то есть окружные, муниципальные, участковые избирательные комиссии, общественными образованиями, решения которых по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов, обязательны для государственных органов, общественных объединений, предприятий, учреждений, организаций и их должностных лиц. За 15 лет деятельности системы избирательных комиссий в Агинском-Бурятском автономном округе подготовлено и проведено более 30 избирательных кампаний разных уровней и референдум. Здесь работали настоящие профессионалы своего дела. Когда была создана окружная избирательная комиссия, она принимала самое активное участие в проведении этих важных политических мероприятий в нашем округе, в районе, в селах нашего округа. И за 15 лет наша избирательная комиссия округа нашла свое достойное место в политической жизни нашего Агинского Бурятского автономного округа. Я хотел бы от имени администрации нашего района поблагодарить работников, участников избирательного процесса, организаторов избирательного процесса столь славным юбилеем, пожелать всем крепкого здоровья, семейного благополучия и удачи в вашем нелегком труде. И за 15 лет этого процесса в нашем округе я не припомню ни одного случая, чтобы наши организаторы выборов как-то допустили какой-то ляпсус. Все было четко организовано. И даже на тех цифрах, которые мы достигли, можно привести пример, что у нас в округе выборы всегда проходили на высоком организационном уровне, при высокой явке избирателей. Это, конечно, большая заслуга тех людей, которые проводили эти выборы. Кто-то может спросить, чем же комиссия занимается в перерывах между избирательными кампаниями. Это постоянная работа с избирателями, проведение семинаров и учеб с членами муниципальных или участковых комиссий. Законодательство о выборах и референдумах постоянно обновляется и совершенствуется, поэтому члены избирательных комиссий, организаторы выборов на территории округа должны быть в курсе всех происходящих изменениях в федеральном и региональном законодательстве о выборах. С этой целью мы постоянно проводим семинар-совещания с членами избирательных комиссий всех уровней округа. Другой важной задачей является правовое просвещение избирателей, в том числе и в первую очередь молодых избирателей. У нас в этом плане ведется тесная работа с Агинской окружной гимназией, с окружной библиотекой, с Агинским филиалом Бурятского государственного университета. Позади 15 лет кропотливой работы. За этот период все мы пережили период становления, адаптации, развития. Свой юбилейный год они встретили гордо, с чувством честно выполненного долга. Эту традицию слаженной работы избирательных комиссий, надеюсь, будет продолжена в дальнейшем в составе Забайкальского края. Разрешите мне от имени Дульдургинской территориальной избирательной комиссии поздравить вас всех с юбилеем, с 15-летием создания избирательной системы Агинского Бурятского округа. Хотелось бы пожелать, чтобы та работа, которую мы проводили совместно в течение 15 лет, дальше плодотворно продолжалась в Забайкальском крае. Мне хотелось бы поздравить всех участников, организаторов процесса, всех членов избирательной комиссии, кто за эти 15 лет работал в участковых, в территориальной избирательной комиссии с этим замечательным юбилеем, поблагодарить всех за их работу, выразить
глубокую признательность за их нелегкий, тяжелый, в общем-то, и очень ответственный труд. Я желаю в этот юбилейный 15-летием со дня образования избирательной системы нашего округа своих коллег, членов участковых избирательных комиссий, территориальных и окружных избирательных комиссий, которые тоже в совместном составе мы проводили выборы. И это наше общее дело, общая задача, общая работа. Поэтому поздравляю с этим юбилеем. Желаю дальнейших, те, которые будут принимать участие в творческих успехов. Я от всей души хочу вас поздравить с знаменательной датой, с 15-летием со дня создания окружной избирательной комиссии. Спасибо за вашу работу, удачи, благополучия и мира над головой. Разрешите поздравить мне всех участников избирательного процесса и участников сегодняшнего совещания с 15-летием избирательной комиссии Агинского Бурятского автономного округа. Пожелать крепкого здоровья и пожелать самого активного участия во всех проводимых общественно-политических мероприятиях в нашем округе и в Забайкальском крае и в нашей стране. Изо дня в день, вдумчиво занимаясь своим делом, мы копим опыт. Этот опыт помогает нам осуществлять те задачи, которые нам диктуют не только вышестоящие инстанции, но и сама жизнь. Мы работаем и выполняем свои обязанности не для того, чтобы удовлетворить надзор начальника, а для блага этих граждан. Мы – жители древней Аги, где всегда почитались традиции отцов. Опираясь именно на традиции своего народа, мы сохраняем способность относиться к порученному делу с наибольшей долей ответственности. Благодаря таким качествам, проводя каждодневную напряженную работу, в течение последних 15 лет наши герои сумели привить своим гражданам состояние осознанности выбора будущего своего государства, а значит и своей дальнейшей судьбы. С праздником вас! С 15-летием!